Добрый день, уважаемые читатели юношеской библиотеки. Сегодня у нас вторая лекция, она посвящена драматургии Ташрабдына Атбуевича Батажабая. И сегодняшней лекции мы бы хотели сегодня уже, прошло целых 100 лет с высоты пройденного этапа, оценить роль и место драматургии Батажабая в истории национальной культуры, в истории бурятского театра. Я думаю, что роль и значение творчества Ташрабдына Батажабая трудно переоценить. Сегодня иногда у нас звучат вопросы по поводу национального театра. Есть ли он вообще, сложилось ли такое явление, как Бурятский национальный самобытный театр? И с одной стороны, основания для постановки такого вопроса есть. Если эпические традиции, эпоса подпитывали развитие прозы, эпического рода литературы, если лирика у нас отсылает к народно-песенным жанрам, каковы же истоки драматического действа? Еще в 20-е годы наши поэты, своих литературных и культурные деятели культуры в своих литературно-критических статьях задумывались об этом. В частности, Сулбане Туя говорил о том, что в развитии национальной культуры и, наверное, драмы тоже роль имеют ритуально-обрядовые истоки, шаманистские по своей сути. Мунко Саридак, Батажаб Найдаков, писал о зрелищности буддийской мистерии цам и о том, что можно было бы использовать саму форму, может быть, в развитии национального бурятского театра. И все эти вопросы так и остались. Сама же драматургия бурятская, бурятский театр, начинает развиваться с начала века, и мы все помним такое явление, как улусная драматургия. То есть еще до революции бурятские просветители, образованные люди, писали пьесы, ставили их, в которых вели такую деятельность по объяснению широким народным массам, о том, что такое, об актуальных самых вопросах. То есть драма, как род литературы, она всегда держит руку на пульсе современности. Драма актуальна по содержанию. Даже если сюжеты берутся из истории или из мифа, в театре, драма предназначена для постановки в театре, она должна задевать сердца современников, задевать за живое. И поэтому искусство драматурга – это искусство, конечно, понимать живую современность. В истории бурятской драматургии эта закономерность прослеживается. Так, в 20-е годы Базар Барадин, в это время неустойчивого развития, когда речь шла о национальном самоопределении, о возможности государственного строительства, он пишет пьесы, в которых ставят национальную проблематику. То есть, в принципе, бурятская драма и бурятский театр XX века уже в самом начале имеют такие очень даже глубокие по своему содержанию, по актуальности произведения. И потом в развитии драмы, 20-е, 30-е годы, незаметно каких-то таких явлений, и, наверное, следующий этап рассвета драмы уже будет относиться к послевоенному периоду. Творческий путь Ташрабдына Батажабая непосредственно связан с театром. Таким было его образование, мы все прекрасно знаем, что с 1936 по 1939 год он учился в музыкально-театральном техникуме в Улан-Удэ, а с 1939 по 1941 год он работал в Бурятском театре драмы артистом и был участником первой декады литературы и искусства Бурят-Монгольской АСР в Москве. Как отмечает Василий Цыренович Найдаков, приверженность театру, верность ему на протяжении всей жизни вполне естественны. Мало кто из людей в раннем возрасте, соприкоснувшихся с волшебным миром театра, вдохнувших запах кулис, хоть как-то сопричастных ежедневному театральному сотворению в мира, впоследствии могут уйти из этого сладкого плена. То есть очень такие красивые слова говорит Василий Цыренович о том, что волшебный мир театра с самого начала, с 15 лет, привлек и стал важным фактором в становлении Батажабая как художника.
Ну и, конечно же, после окончания литературного института с 1957 года вплоть до своей смерти он работал заведующим литературной частью Бурятского театра драмы. И каким же был путь Батыржабая в драматургию? Уже после войны он пишет небольшие одноактные пьесы для художественной самодеятельности. И вообще я вот хотела обратить на такое явление, как народные театры. Дело в том, что улусная драматургия начала века, она тоже ставилась на местах, ну, в разных деревнях, селах, улусах, поэтому получил такое название. И сегодня даже тоже можно увидеть, да, как народные театры на местах, они, вот я смотрела постановки Кижингинского народного театра, да, Хацанам-Сараева, они вызывают большое уважение, и как бы это, наверное, тоже одна из хороших традиций нашего народа. Вот эта книга, подписана еще как Дашарабдын Батажапов, да, 1953 года, Мане колхоз Дера, в нашем колхозе, да, в нашем колхозе. И надо сказать, что вот эти небольшие такие одноактные пьесы в то время издавались вот, в различного рода эстрадных сборниках, да, эстрадных сборниках и собраниях, потому что Коммунистическая партия Советского Союза уделяла огромное влияние, значит, работе с народом, с населением, с верованиями, с идеологией, и понимала, конечно, роль именно литературы, драматургии. То есть она выполняла огромную роль, и, наверное, как в воспитании масс, да, и вот это можно увидеть. Но одноактные пьесы Батыржабая, они написаны с натуры, то есть они о живой современности. Еще великий комедиограф Мольер говорил о том, что писать с натуры гораздо тяжелее, да, потому что все герои, конфликты узнаваемые. Батыржабай приходит в драматургию в очень непростой период развития советской литературы, когда получила развитие так называемая теория бесконфликтности. Одна из теорий драмы основана на том, что в основе драмы находится конфликт. А в то время, да, вот в советское время, писать о недостатках советского строя, критиковать, это все не отвечало потребностям, да, вот, идеологическим запросам времени. И поэтому теория бесконфликтности означала борьбу хорошего с лучшим. В советской литературе соцреализма очень часто встречается конфликт, где, значит, молодой передовой человек передовых взглядов вступает в конфликт по производственным вопросам с старым, значит, консервативным руководителем, председателем, и вот новое одерживает победу в борьбе с старым. Ну, вот такой типичный конфликт был. И, конечно, эта теория бесконфликтности критиковалась затем, да, то есть и вот в это время у Батыржабая была задача, да, поставить, сочинить, так увидеть современность, чтобы все-таки поставить актуальные вопросы, да, актуальные вопросы. И Дашарабдын Батыржабай начинает свой путь как комедиограф, и это не случайно. Бурятская смеховая культура, я думаю, что можно об этом говорить, да, она имеет очень глубокие корни. И, наверное, вот если вы читали бурятские сказки, вы уже обратили внимание, сколько там сатиры, юмора, сколько там комических ситуаций. Да? Дело в том, что и бурятские сказки, сами свои сюжеты, многие берут в индийской повествовательной традиции. Они шли в связи с распространением буддизма, да, вот эти сюжеты из панчатантры, из древнеиндийских повестей, книг, рамочных, обрамленных повестей шли к нам. То есть вот это мастерство, искусство сюжета, комического сюжета, смеховая культура. И я думаю, что вот не случайно наш зритель сегодня очень любит, вот в Бурятском театре драмы очень любит комедию. И очень много артистов именно комедийного жанра и плана. Я даже думаю, что бурятский КВН в какой-то степени, да, вот, основывается на этой традиции. То есть Батыржабай приходит как комедиограф, и в одноактных пьесах можно увидеть
увидеть вот именно такое вот юмористическое, сатирическое отношение к жизни. Об этом наши исследователи писали, в частности Александр Бадмаевич Сактоев, который исследовал бурятскую литературу до революционного периода, пишет, что для литературной науки огромный интерес представляет как раз свойственное большинству бурятских писателей особенное пристрастие их к народно-смеховым типам повествований, к шутке, анекдоту, веселой басне и притче. Эту склонность к жизнерадостному комизму, к фамильярно-озорной обработке фактов реальной действительности можно наблюдать на всех этапах развития бурятской литературы от Хацанамсараева до Батажабая. И вот, то есть, можно вот эту традицию проследить, и в одноокных пьесах уже мы это с вами видим. Да, там Василий Саронович Найдаков пишет, что, возможно, одноактные пьесы не имеют такого как бы самостоятельного значения, но сегодня, когда мы обращаемся к ним и читаем эти пьесы, мы видим, как формировалось мастерство писателя, как он осмысливает и порой очень смело, критически осмысливает действительность. Да? И это, наверное, очень важное качество художника. В одноактных пьесах Батажабая ставятся различные проблемы развития колхозного строя. И уже в них можно заметить такой парадокс, наверное, да, или черту, которая, в общем-то, она очень распространенная, это обаяние отрицательных героев. То есть вот те как раз, казалось бы, плуты, обманщики, хитрецы, да, они у Батажабая получались очень живыми и полнокровными, в отличие от положительных героев. То есть, да, идеология задавала такой вектор, нужно было создавать такой образ положительного человека, да, но они получались очень выхолощенными, схематичными. Вот есть такая у Батажабая пьеса одноактная, например, «Шалзын Исыс», то есть конец шалзы. Шалза – это клещ, и главный герой, обманщик, он втирается в доверие пожилым людям, обманывает их, но как он полон юмора, как он полон уважения, почтения, да, к этим людям, то есть он очень внимательно с ними разговаривает, а потом приходят комсомольцы. Комсомольцы помогают той же бабушке, но у них нет ни имен, ни лиц. Первый комсомолец чинит плитку, второй комсомолец, третий комсомолец. Да? То есть уже вот в этой первой пьесе мы видим образ, в основе которого архетипический образ плута. Ну, кто смотрел Будамшу или помнит Будамшу, знает. Да? То есть плут – это проделки плута всегда прощаемы публикой. Да? Как бы он ни обманывал, он выживает, и его деятельность всегда понятна. И вот этот образ плута мы видим уже в этих первых пьесах. Или же, если мы возьмем раннюю пьесу «Дулма Баригене Аша», ну вот это, наверное, выходки Дулмы или амбиции, притязания Дулмы. Почему-то она есть перевод названия этой пьесы как «Похождение Дулмы». И мы видим, в общем-то, отражение конфликтности самой этой советской эпохи. Потому что главная героиня Дулма Найданова, она не желает работать на колхозном, значит, на стрижке овец, да, вот, не хочет работать, она предпочитает работать на личном подворье, торговать и получать, ну, как бы свой доход. А парторг же ее заставляет принять участие вот в общем процессе. Но при этом Дулма, это образ такой острый на язык, такой смелой, решительной женщины, да, то есть она полнокровный, живой образ, да, и мы понимаем мотивировку ее поведения, да, вот ее характер. А парторг же в это же время он выглядит, ну, как носитель одной положительной черты, назидания, поучения. То есть вот в первых пьесах Батажабай, конечно, ищет такие актуальные, интересные темы. Вот с точки зрения сегодняшнего дня, ну да, там есть, например, пьеса, где осуждается шаман, да, развенчивается его влияние на людей. В то же время в образной форме показано, что этот шаман имеет влияние на простых людей. Или же пьеса, вот я сейчас обратила внимание при прочтении, где главным героем является барон Унгер.
Конечно, как советский писатель он его пытается всячески принизить, да, но при этом вот в этой одноактной пьесе именно он в центре повествования. То есть понятно, что Батыжабая интересовали вот такие поворотные моменты истории, да, вот, то есть это и период поисков. Замечательное явление в творчестве Батыжабая – это сатирическая комедия «Ход конем». Меня один раз даже спрашивали, неужели в бурятской литературе есть сатирическая комедия, где высмеиваются или критикуются какие-то общественные пороки. Ну вот в 1954 году эта пьеса написана, да, и она показывает происки главного героя Зедана Хабитуевича вокруг власти. То есть мы видим в этой пьесе, как объектами сатиры становится бюрократия, да, вот, не знаю, до сих пор, наверное, это актуально, когда горы бумаг люди заполняют, карьеризм, как люди путем подхалимства, значит, приспособленчества, да, делают карьеру. И это звучит очень современно. Главный герой также в основе образа главного героя Зедана Хабитуевича образ плута. Он обманщик, он строит карьеру. Ну и, конечно же, по заданию советского писателя должно быть его разоблачение, но надо сказать, что герой непотопляем. Положительный же герой в этой пьесе были кто? Ученый, у которого украли результаты его научных исследований. Опять же, также схематичен. Да, вот средства борьбы у них у обоих одинаковые, они пишут жалобы наверх и ждут, что кто-то сверху придет и разрулит, значит, их ситуацию. И вот, например, об этой пьесе, какой богатый и сочный язык в этой пьесе у персонажей. Вот, речь Зедана Хабитуевича пересыпана пословицами, поговорками и вот полна такого комизма жизнерадостного. Тут есть и юмористические ситуации, и каламбур, и игра слов. Ну, например, вот есть образ такой жены начальника Бутухин-Бельдуевны, очень пустой, легкомысленной женщины. И вот ситуация, когда она приходит и говорит: шофер сказал, харабурят отказала. Ну, шофер говорит, карбюратор отказал. А она понимает по-своему еще плохо, что это, значит, буряты отказали и так далее. Ну, такой каламбур, основанный на игре слов. И есть у Зедана Хабитуевича помощник, приспособленец Улыкшинов, который говорит, значит, если бульдог цепится, то не отпустит ни за что, если Улыкшинов поймет, то не отстанет, пока не завяжется узел. Но на бурятском языке все это, конечно, звучит очень остро. И мы видим начальника, который мечтает сделать карьеру, и вот он по телефону разговаривает с человеком. Сперва он думает, что разговаривает с министром Ладоевым и полон уважения. Но как только он понимает, что на том конце провода работник, значит, райисполкома, который мучается с запасами рыбы, Адоев, сразу же меняется его интонация. Он начинает на этого простого человека кричать, исполнять, то есть на глазах меняется. То есть мы видим очень такое лицемерие, да, человеческое. Вот такие ситуации мы здесь видим. И, значит, Василий Царенович Найтаков, у него есть литературный портрет Батыжабая, он говорит, что даже 35 лет, эта пьеса была сразу поставлена, что 35 лет спустя он видит этих замечательных наших актеров: Цырына Шакжина в роли Зедана Хабитуевича, Буду Вампилова, Дырхея Хамархановича, Буюнту Аюшина вот в образе подобострастного подхалима Улыкшинова, да, то есть именно отрицательные герои вытягивали эту пьесу, да, вот. И сам этот образ шахмат, шашек, да, вот ход конем, чтобы сделать карьеру, нужно сделать ход конем, сделать хитрый ход, вот становится такой метафорой, да, сюжетной метафорой, наверное, происков вокруг власти. То есть герой все время хочет сделать карьеру, да, и интеллектуально просчитывает эти ходы. Ну, давайте я зачитаю такой пример. Например, Зедан Хабитуевич говорит следующее.
о карьере внесценического персонажа Хамаганова, который был от должности завхоза, дошел до министерского кресла. Что думаете, голова у него по-другому устроена? Нет, нисколько. Но они умеют друг друга понять. Стоит одному мигнуть глазом, другой обоими глазами подморгнет. Если взять, к примеру, шахматы, ход конем сделается. Ну, то есть вот такая интрига, да, происки вокруг власти, основанные на обмане, на хитрости. Баджабай об этом и в баснях писал, например, есть у него басня «Коварный обман», «Подлый обман» Мухарамыха. И там тоже мы можем увидеть такую же ситуацию. И, конечно же, круг проблем в этой комедии шире критики человеческих, личностных качеств. Да. Тут, конечно, речь идет о социальных пороках уже, об общественных таких недостатках. Не случайно вот Василий Царенович пишет, что удивительно, да, вот в этой пьесе поразительная зоркость драматурга. Да, вот. Еще не состоялся 20-й съезд КПСС, поднявший завесу над темным трагическим периодом жизни советского общества. Еще впереди была оттепель второй половины 50-х годов, но уже сам воздух страны был насыщен новыми веяниями, порожденными концом эры Сталина. Вот талант драматурга в этом и проявляется, да, вот в этом ощущении духовного пространства своего времени, в том, чтобы раньше других уловить и передать эти тонкие новые веяния, носящиеся в воздухе. И Дашрабдын Атбоевич Баджабаев в комедии Дэва Цахилга это удалось в полной мере. Ну, вот это мы с вами говорили о пьесе, написанной в 1954 году, да, вот, когда Баджабаев учился в литературном институте. Ну и, конечно же, как человек своего времени, да, советского времени, он обращается к историко-революционной теме. И, в частности, вот у него есть пьеса «Барометр» показывает бурю 1956 года, где в центре находится жизнь революционера Ивана Васильевича Бабушкина, погибшего в годы Первой русской революции 1905-1907 года. Изучив биографию революционера, Баджабай отобрал факты, сконцентрировал их на небольшом промежутке времени, когда он возглавляет восстание читинских рабочих. И там тоже исследователи отмечали вот то, что положительные герои однобокие, а отрицательные герои мотивировка их психологически достоверна и так далее. Эта пьеса была показана на второй декаде искусства и культуры в Москве в 1959 году, имела успех у зрителей, и тогда же было показано, значит, кино «Золотой дом» по сценарию Баджабая. Еще раньше, в 1955 году, вышел фильм «Песни табунщика» по повести Баджабая, и как раз в конце 1959 года Баджабай получил орден Трудового Красного Знамени. То есть вот в том числе и за эти заслуги. Вообще я хотела бы здесь тоже сказать о том, что о роли Баджабая в развитии бурятского кинематографа. Ну, во-первых, конечно, этот фильм, да, известный советский «Песни табунщика», и фильм «Золотой дом». Здесь же ведь тоже проявилось мастерство Баджабая как драматурга именно. И надо сказать, что и вот это драматическое видение жизни можно увидеть у Баджабая и в прозе. Например, в том же романе «Похищенное счастье» есть эпизоды, где мы видим, которые выстроены как узнавание. Может, помните момент схватки Аламжи с отцом? Он не сразу узнает отца, да, там Наван Чингис узнает палец сына, да, Аламжи шрам на лице своего отца, и потом только его узнает. Ну, таких драматических моментов очень много. И вообще сама проза Баджабая, она очень зримо, зрелищно, пластична и кинематографична. То есть я хочу сказать о том, что вот этот драматический дар Баджабая, да, все-таки он проявлялся во всем его творчестве, можно увидеть и в многих его вещах. Так вот, работая заведующим литературной частью, да, вот, Бурятского театра драмы, он
отбирает пьесы других драматургов для постановки, отслеживает все эти тенденции. И, продолжая разговор о комедии, следует отметить, наверное, такую комедию 70-го года «Урбаны Уршактея Вадалнут». «Урбан женится», есть такой перевод, есть перевод «Похождение Урбана». Да? Но, по сути, эта пьеса, она составлена из одноактных пьес. И вот там есть такой вот из одноактных пьес, которые связаны в одно, и вот ту же Дулуму мы можем узнать, именно на ней женится Урбан. Можно узнать вот в первом эпизоде тоже одноактную пьесу, да, вот с сюжетом узнавания, который мне напоминает, например, сюжетный момент из пьесы «Шоу», «Дом, где разбиваются сердца». Подруга приезжает из деревни к своей городской подруге, у нее появился новый городской ухажер, а потом в конце выясняется, что это муж ее подруги. Вот такая сюжетная ситуация из первой пьесы, вот в пьесе «Урбан женится» есть, и как бы она уже как бы свой опыт первых пьес, он уже, наверное, переделал в эту. Талант Баташабая драматурга очень многогранен. И я бы хотела сказать, что не только жанр драму, то есть жанр комедии он осваивает, и есть у него очень интересная вещь – драма «Сердечные раны», которая, по словам исследователей, находится в его творчестве особняком. 65-й год, потому что в этой пьесе рассказывается о судьбе фронтовика, который прошел фашистский плен, концлагерь, из которого он бежал, а затем попал в советский лагерь. Мархой, главный герой пьесы «Сердечные раны», проходит путь сокрушительнейших потерь. И вот, вернувшись после 2 лагерей, он оказывается в ситуации, когда узнает, что его любимая вышла замуж за другого человека и счастлива с ним. И вот в своей работе я как раз видела переклички этой темы с романом «Похищенное счастье», да, где главный герой тоже все теряет, и как жить дальше, да, этому человеку. И вот есть такой проникновенный монолог героя, и вот я его хотела зачитать. «Как красиво мерцают звезды. Может быть, нужно мне было, постелив широкий простор ложем, укрывшись синим небом, как одеялом, как положено сыну скотовода, кочевать в степи. Может, заплутал я в этой жизни, да, но что я должен был делать, когда враг напал на мою родину? Что я должен был делать, когда любимая моя, чьи письма были для моего сердца утешением, рассказала об обретенном своем счастье? Неужели я не должен был бороться за счастье своего единственного ребенка и тысяч миллионов других людей?» Тихонько приподнимается. Острыми словами люди ранят мою незажившую сердечную рану. Люди, не знающие моей судьбы, еще более усугубляют боль моего сердца. Почему в 20 веке мы не жалеем человека, не уважаем его заслуги, не умеем ценить человека? Долгая пауза. Ну, то есть вот здесь есть такой вот монолог, да, вот лирический момент, драматический именно момент, да, то есть Баташабай осваивал и другие сценические жанры. Ну и в принципе здесь как раз, наверное, интересно события на стеклозаводе, ныне разрушенном, да, описывается вот как раз рабочий класс, атмосфера. Как мы знаем, улица Баташабая находится именно на стеклозаводе, он там жил. И вот как-то, оказавшись среди людей, среди народа, да, герой находит в себе силы любить дальше. Есть девушка, которая интересуется им. И вот так, с таким намеком пьеса завершается. Говоря о том, что Баташабай драматург идет все-таки в своих поисках дальше, да, от комедии к драме, я бы хотела рассказать еще об одном произведении, которое, наверное, можно назвать эпической драмой, и оно показывает именно его чутье как драматурга, да, и интерес к современности. Это драма, последняя его драма 1977 года, перед смертью написанная, драма «Катастрофа». Поставлена она была спустя 3 года после его смерти в 1980 году. И это пьеса о событиях культурной революции в Китае. То есть Баташабай никогда не был человеком замкнутым в рамках, да, вот, только своего. Да, вот, и мы говорили об этом, исследуя роман «Похищенное счастье». Да, то есть этот
это пространство, хронотоп, и то, что он неравнодушным остался к событиям культурной революции, не случайно, наверное, да, потому что в 1976 году Мао Цзэдун умер, и вот все эти события, там как раз ставится проблема народа и власти. И в пьесе «Катастрофа» мы видим лицо жестокой, неумолимой, неуничтожимой власти, да? И мы видим людей фанатично преданных власти. Это с одной стороны. А с другой стороны образы простых людей, которые, значит, очень сильно страдают, негодуют, да, мы живем хуже животных, лучше умереть, чем так жить. Каждый день люди уходят из жизни, нам заткнули рты, сделали нас слепыми и глухими, да, то есть как народ пытается изменить политическую ситуацию. То есть Баташабай всегда интересовался политикой, да, и не боялся об этом говорить. И с другой стороны, и мы видим, вот, например, судьба. Вот не случайно режиссер этой пьесы Сахиров говорит, что когда они ставили эту пьесу, да, наверное, здесь версия политической трагедии, в которой раскрывается общественный конфликт правящей верхушки общества с народом и влияние этого конфликта на человеческие судьбы, независимо от социальной принадлежности. Мы столкнулись с дилеммой: основной акцент делать на эмоциональную сферу или обращаться более к разуму, как это было у Брехта, одного из основоположников политического театра. Вот видите, да, политическая трагедия, он называет эту вещь. И тоже переклички, я бы сказала, есть и с самим творчеством Брехта, например. Так там есть героиня, да, вот, потерявшая своего сына, старушка Ли. И хотя, несмотря на гибель своего сына, она продолжает твердить идеи великого председателя, да, и от этого в ее устах они приобретают такую страшную фанатичную силу. Ну, как у Брехта в «Мамаше Кураж», потеряв всех детей, она продолжает воспевать войну. Точно так же здесь старушка Ли говорит, что будет идти по слову, по приказу, значит, обращаясь к портрету Мао Цзэдуна, что они сожгут и уничтожат весь мир, да? То есть вот такой вот мрак безумия, мрак заблуждения, в котором находится простой человек, здесь показан. И здесь, понимаете, есть вот такой момент в размышлениях о власти, когда одни диктаторы уходят, да, уходят одни диктаторы, но на смену им пытаются прийти другие диктаторы, да, и никакого такого поступательного движения истории нет. И вот в пьесе возникает образ императора, который жил 2000 лет назад, и, значит, вот, куда 2000 лет император Цинь Шэньхуа также все жил. Ну а мы сейчас куда идем? Вперед ли, назад ли? После смерти мужа вот его жена пытается захватить высшую власть, но новый приближенный, да, кричит уже, да, вот, и отстаивает вот ту же, в принципе, идеологию, что они испепелят всю землю и ни за что не упустят власть. То есть здесь, наверное, вот в этой пьесе можно увидеть принципы эпической драмы, расчет как раз, наверное, на разум зрителя, читателя, да, на такую оценку. И все-таки Баташабай ставит вопрос о ценностях жизни человеческой, да, вот что человек должен ценить вот в этих перипетиях больших политических событий. Таким образом, мы с вами видим, что Дашарабдын Атбоевич Баташабай занимает свое особое место в истории национальной драматургии, да, бурятской драматургии, в истории бурятского национального театра. В его творчестве получило развитие жанр комедии, да, потому что он освоил жанр сатирической комедии, в которой не побоялся критиковать порядки, саму общественную систему, да, людей, носителей определенных взглядов. Есть у него и бытовая комедия, да, вот, где просто мы видим беззлобный юмор. И есть у него такие произведения, да, драма, собственно, драма, да, вот, «Сердечная рана», и эпическая драма, да, вот такой интерес к политической сфере жизни мы видим. То есть Баташабай драматург был человеком очень смелым, решительным, который, наверное, не боялся, да, о многом говорить, о чем было нельзя, и в то же время, значит, он умел находить тот баланс, да, чтобы говорить о своем родном, дорогом, да, и как-то продолжать творчество.